Мы вітаем вас, шановні глядачі канала 6 ТВ Бай. Я Алексей Батюков, со мной разом мой сябр Геннадий Головчик. Тема нашей сённяшняй праграмы – гэта крадзены помнік для генерала Лазаренка. Вось, уласна кажучы, гэты абеліск, который знаходзіцца за нашими спинами, і ёсць той самы крадзены помнік. Мы пра гэта можем абсолютно смело, открыто заявляць, гэта давно вядомая інфармацыя, але вядомая яна перш за ўсё для краязнаўцаў, для людзей, которые маюць доступ до старых падшывак газет. Мы паспрабуем актуалізаваць гэтую інфармацыю. Ну, ў нейкім сэнсе інфармацыйным поводам зараз для нас стало тое, што тэма гэтага абеліска, яна актыўна абмяркоўваецца в інтэрнэце, у прыватнасці у папулярнай Facebook суполцы Магілёў, горад, які быў. Ну, Геннадий Васильевич, мы, конечно, вот зараз можем поглядеть на гэты помнік, і мы можем показать, что, вот, например, гэтыя элементы, яны были скрадзены ад з тых могілак, з успенскіх могілак, а вот гэтыя элементы, яны вот были доделаны потым. Ну, как выглядит эта ситуация? Сам памятник состоит из гранитных частей. Он, так сказать, комбинированный, сборный. Основание состоит из 4 массивных угловых фасованных деталей, которые являются опорой для самого обелиска. И есть еще 2 маленьких сегмента, которые расширяют памятник по фронту. То есть один сегмент спереди и второй сзади. То есть фактически здесь мы имеем 6 деталей снизу и 1 сверху, обелиск. Так, ну вось конкретно вы про гэтую деталь. То есть, да. Секундочку, можно я вас попрошу? Значит, вось гэтыя 3 приступки, гэта уже некая позднейшая доделка, да, до этого дополнения. Нет, это более раннее, кстати. До того, как памятник здесь обосновался, были сделаны 3 вот этих ступени. Они были добротно сделаны из мраморной крошки и цемента. Были они сделаны в 1968 году, весной. Почему они сделаны? Для этой стелы, которая весит в общей сложности порядка 10 тонн, вот этот обелиск, нужно хорошее основание. Это же основание является и могилой Лазаренко. То есть труна с телом, с останками Лазаренко находится именно в этих ступенях. Она вмурована в эти ступени. И эта труна здесь перезахоронена именно здесь 2 раза. То есть, значит, первый раз перезахоронение было, значит, в 1944 году предварительно. Ну, почекайте, наколькі я памятаю, значит, генерал Лазаренко, Иван Сидорович Лазаренко загинув 25 червня 1944 года, вызваляючи Могилевщину, конкретно у Чавовском районе. Да. Около деревни Холмы. І був похован ён першапачаткова в Кричеве. І вот уже гэта было першае яго пахаванне. Потым было яго першае перазахаванне, калі яго перанеслі ў Магілёў вось на гэтае самае месца. Да. А потым быў тут пастаўлены помнік. Потом первый памятник был демонтирован. Так. Тело было изъято из могилы и на время монтажа помещено на польское кладбище в часовню. Ну, чтобы соблюсти какие-то каноны, ну, как бы христианские. И тело поместили в часовню на польском кладбище. После того, как изготовили вот эти ступени, 3 ряда ступеней, готовился к монтажу ворованный памятник. К этому моменту памятник уже находился в мастерской. Секунду, но до того, як скралі, вось, уласна кажучы, гэты абеліск, тут стаяў некі іншы помнік. Да. Да такі великоватый, такі по памерах, да, не вельмі элегантный. Он был сделан в послевоенное время, и это очень было понятно. Он был сделан из кирпича, аккуратно отштукатурен и простоял порядка 22-23 лет. Пришел, конечно, в какой, как бы сказать, в не особую, как бы, приглядный вид. Но самое интересное, из-за чего произошла вот эта смена этого памятника, по моему мнению, одна из основных причин, это то, что на этом обелиске кирпичном была сделана табличка с ошибкой. Ошибка состояла в том, что отчество Сидорович было написано неверно, Степанович. Да. И это тоже обязательно было менять эту табличку. Ну, они уже сделали все с размахом. Они украли этот памятник.
Напевно, вирішили, що такий помник, який був занадто стіплий для такої Да. особи, для такої великої особи, як генерал Лазаренко. Ну і, звісно, напевно, у той час не було розуміння, що помники на могилах, помники на могилках, это, ну, якби не бесхозная речь. А звали того человека, который принял такое решение, по-моему, его прозвище Мануйло. Да, Георгий Мануйло. Георгий. Георгий Мануйло, он занимал эту должность с 61 года по 69 год. То есть достаточно длинный промежуток времени, 7-8 лет. И если разбираться глубоко, то в принципе, конечно, команда была не его, это было что-то сверху, но он принимал последнее решение, как я понимаю, и вот если так касаться уже личностей, то он мог просто отказаться и не забирать вот этот грех на себя, то есть он мог сказать: нет, это нельзя. Ну, ему же навряд чи сказали, конкретно есть на такие-то могилки, и выбери там такие-то помник, або любий інший пригожий помник. Ему могли сказать просто: почтить память героя треба достойно. Разберите гэта страшыдла, которое стоит у яго там на могиле, зробите пригожий помник. Можно же было выдаткивать сродки для того, как... Исправьте фамилию, вернее, отчество. Так. Вот. Таким... И по стечению обстоятельств так получилось, что самым подходящим памятником оказался именно памятник генералу. Тоже генералу, но только другой войны. И он по форме подходил, именно обелиск является традиционным памятником военного человека, особенно начальствующего состава, офицера с большим званием. С высоким званием. То есть совпали вот такие мелочи. Но есть еще другие совпадения, которые все это повлияло. Это надпись на этом памятнике. Она имела особенность, она выступала над плоскостью самого обелиска, и ее было просто срезать. То есть нужно было убрать лишнее. Не нужно было технологических каких-то приемов, просто срезать, зашлифовать и нанести новую фамилию. Она является монолитной, эта конструкция является монолитной, то есть это не приклеенная плита, а именно выступающая. И вся сложность в изготовлении этого памятника тогда, еще в середине 19 века, в том и состояла, что вот такую выступающую плоскость очень сложно технологически сделать. Родственники заказали, значит, именно так, эту деталь. И она явилась, возможно, какой-то даже маленькой ключевой деталью для принятия вот этого решения. Легко было бы обработать. Необдуманного решения, они именно из-за этого так поступили. Это один из самых красивых памятников, я считаю, в Могилеве. Если брать все старые кладбища Могилева, Воскресенское, Дворцовое, Польское, Никольское кладбище, Русское, значит, Успенское. Этот памятник, он единственный такой был. То есть это был на самом деле достойный памятник. Если бы он не был ворованным, здесь бы было бы все нормально. И вроде бы, казалось бы, можно перевернуть страницу, но не получится. Потому что могилевчане были свидетелями этому. Да. Все помнят об этом. И каждый раз ложатся цветы к этому обелиску. Но это неправильно, это цветы, это неправильно. Этичная проблема у два боки, я бы сказал. У бок памяти того человека, у кого скрали могилу, и у бок памяти Лазаренко, которому на, власне кажучи, его могилу поставили інший помник. Но по факту, получается, он сказал не через себя, а через одного из поэтов, своих земляков, он именно и сказал, что не пойдет, такая ситуация мне не подходит. Наш земляк, он вообще из Белынич, но все детство провел в Могилеве, юность свою. Учился в нашем университете. Да, учился в пединституте. И получилось так, что он, узнав об этом, написал стих. Написал известный стих, он мало известен у нас, но он тогда как-то прогремел даже серьезно. Он не называл ни город, ни фамилий, но стих именно об этом воровстве. И там герой Советского Союза, полный кавалер орденов, Георгиевских крестов, встал и ушел с этого места. Он ушел на могилу, как он тогда выражался, Улана. Ушел туда, и они, два военных, якобы там легли. И прахом попирая прах. І прахом попирая прах. Таким чином, що от зараз ми можемо засвідчити, що, власне кажучи, ми маємо ганебну ситуацію, коли бойового генерала, чоловіка, який пройшов праз протьму войн, который свою мужность подтвердил, просто
цэлым веерам учынкаў і розных падзей. Генерал Іван Сидорович Лазаренко быў кавалерам 4 георгіевскіх крыжоў. Полны кавалер. Ён потым ахвяраваў усе свае ўзнагароды, усе свае крыжы, вось гэтыя георгіевскія крыжы, у фонд тым, хто галадаў у Паволжы. Человек, безусловно, очень достойный. Иван Сидорович Лазаренко. Войну сустрэў. Да. Войну сустрэў в Брестской крепости. Брестской крепости. Прошел первый этап начала войны, самый сложный, когда, значит... Все паниковали. Да, когда была паника, у него был план. Да, у него был план по выводу войск вот этого своей дивизии из Брестской крепости. Никто не прислушался. За гэта яго пригаварылі да расстрела, дарэчы. Да. Ну, напэўна, лічылі, што ён павінен быў памерці ў сценах Брестской крепости, а сам же Лазаренко вырашыў, што надо выводить войска, ну, свою дивизию, выводить его дивизию з стен Брестской крепости, потому что она находился под прямым артиллерийским огнем немцев. Да. И разместить у іншых, там, на іншых позициях. Ну, что такое Брестская крепость? Брестская крепость — это замкнутое пространство с узким выходом в северные ворота, через которые нельзя вывести так быстро дивизию. Дивизия — это 10 тысяч. Но у него была очень сложная ситуация, у Лазаренко. Кадрированная дивизия, которой он командовал, 42-я, она была недоукомплектована. И уже после начала войны ему мобилизовали, к нему, значит, приписали 7 тысяч гражданских бойцов, которые были не обучены. Вот попробуйте командовать дивизией на 2/3 состоящих и столько что призванных, когда уже началась война. Он был в невероятно сложной ситуации. Задержали его здесь, в Могилевской области, кстати, и попал он на Бутырку в Москву. Опять сложнейшая, непонятная ситуация. Приговорен к расстрелу. В конечном итоге, значит, кто за него похлопотал? Ну, по всей видимости, все-таки Сталин. Потому что именно тяжелая обстановка на фронте, тогда было бои за Ржев, страшные бои. И именно тогда всплывает информация о неком о рядовом Иване Лазаренко, которого через несколько месяцев после того, когда он уже в окопах прослужил, его делают замначальника новой, другой дивизии. И он именно сражается под Ржевом в 1942 году. Но погибает здесь под Могилевым. Никакого отношения человек не имел к Могилеву. Просто случайность его заставила здесь вот лежать. Но лежать под ворованной стеллой. И эту страницу переворачивать нельзя. Очень непонятна позиция в то время. Ну вот мне лично очень непонятна позиция родственников Лазаренко. Угу. Это как бы... И ветеранских организаций, да, я бы сказал. Да. Государство должно это исправить. У государства есть ресурс. Каждый год демонстрации проходят перед этим памятником по Первомайской. Часть бюджета вот этого выделяемого 9 мая каждый год пустить на памятник Лазаренко, а этот памятник включить, его передвижение на место, включить в этот бюджет, и все, и справедливость восторжествует. Ну и, конечно же, вот эти охранные таблички. Это, ну, циничное клеймо на ворованной вещи, за которое сейчас отвечает государство. То есть оно является преемником, носьбитом того, условно говоря, проступка, а я бы назвал преступление, которое было совершено в 1968 году. Мало того, с обратной стороны памятника стоит инвентарный номер. Ну, то есть, представьте, у вас украли вещь, поставили инвентарный номер и сказали: Мое. Мое. И что самое интересное, сейчас известно имя, вернее, фамилия этого человека. Федоров, да. Это достоверно известно. И самое интересное, что есть куча свидетелей, которые... Некоторые называют себя, и их можно произнести, а некоторые боятся до сих пор произносить свое имя, потому что боятся. Таким чином, что можно сказать, что на вот 68 годе, вот мы зараз скажем, что люди, которые принимали это решение, они думали, что это, ну, не важно. Это не такое уже и святотатство. Да. Но люди, которые были вокол их, я так само, да, были в недоумении, как такое можно робить. Люди, которые навокал оценивали этот учинок, они его осуджали. И зараз мы поедем на Успенские могилки и знойдем похование, с которого был скраден вот этот обелиск. Обелиск, скраден обелиск и снят крест. А, да. Снят крест. Да, еще одна деталь, вот, когда поглядеть на верх этой стелы, то там на версе повинен был бы быть крыш, и он был сбитый. Сбитый, да.
Мы на Успенских могилках. Для того, каб лёгка было арыентавацца. Цэнтральны праход, мостовая такая вось невялікая. Захавалася, дарэчы, яшчэ з дарэвалюцыйных часоў. Вось яна ішла до каплічкі, которая где-то, где кончается мостовая, гэта каплічка і знаходзілася. Да. Ну, по сутности, это вот тут, по-моему, она и повинна. Чуть дальше. А, это еще есть мостовая, да? И вот не... Ну да, мы прошли, именно здесь было... Да, вот тут капличка была, Да. да, вот она закончилась мостовая, она вела до храма. И тут же, неподалеку, по-моему, да, уже? Да. Вельми близко от каплички, которая была на Успенских могилках. У Тымбаку, по-моему, да? Да. Самая центральная часть кладбища, с одной стороны, усыпальница Гартынских. Вот там находится Да, усыпальница некрополь. Гартынских. Побач плита с гербом рода Воловичев. Волович. И тут же направо, вот, маленькая тропинка идет. Проводите нас. Вот мы идем на это место. Вот это один угол фундамента, на котором стояла эта стелла. Отмеряем 4 метра. Ровно. Чуть больше. Раз, два, три, четыре. Вот он, край фундамента. Представьте основание. Абсолютно отнивелированное ровное бетонное основание. Сделанное из раствора вместе с известью. И точно так же это уходит вот квадратное основание стеллы. И вот здесь вот на этой плоскости стояли те гранитные угловые фасонные элементы, а по центру стояла вот это вот обелиск. По периметру, значит, этой могилы, могила так и остается. Этот генерал Крымской войны, который был быстрее всего убит в Крымскую войну 1854-55 годов. Этот генерал Федоров, он здесь и лежит. По периметру этого захоронения стояли металлические столбики и были натянуты якорные цепи. Мало того, по какой-то стечению обстоятельств, по какой-то случайности, один столбик сохранился. Давайте я его найдем. Вот. Мало того, остался элемент, который... Якорные цепи? Нет, который завершал этот столбик, кусочек крышки. И именно сопоставив этот кусочек крышки и старую фотографию, я понял, что это кладбище именно то, которое ошибочно называли Воскресенским. Это именно Успенское кладбище. Я сейчас покажу этот кусочек, Давайте. он тут и остался. Вот, третий угол. Вот это вот здесь вот находится, мы не будем его откапывать. Вот он. Вот здесь вот он нащупывается ногой. А сам столбик вот он. Вот столбик. Вот наш столбик лучше обойти. И вот эта часть, я ее спрятал вот сюда. Чтобы ее не украли, потому что эти все волокут. Вот эта часть. Это вот, да, вот этот столбик и вот такие детали. Это заклепки стояли. Вот она вот это так вот накрывала. Вот эта крышка накрывала сам столб. Она сохранилась. И дальше здесь были элементы, которые связывали столбы между собой, якорные цепи. Есть в воспоминаниях бабушки, с которой я здесь разговаривал рядышком, она называла этого генерала маршал. То есть, ну, женщина в годах. Я спросил, знаете ли вы что-нибудь об этом памятнике? Она говорит, конечно. Значит, когда вывозили на санях зимой, погнули креста. Значит, у кого-то здесь крестик стоял. И они, когда вывозили, погнули креста. Ее больше возмутило не воровство этого памятника, а то, что они погнули и не исправили вот этот крестик. Ну, на этом у нас все. Глядите нас. Всего вам доброго. И сподеваюся, что наступный раз мы встретимся по какой-нибудь лепшей и больше радостной новине. И более, значит, грустно, не в таком грустном месте.